Всем привет! Вы попали в мастерскую программы «Зеркальце». Меня зовут Альфия, а вместе со мной сегодня творит чудеса рукоделия Адель. Привет! Ты сегодня очаровательная, и прическа. Куда ты собралась? Почти угадала. Это платье я шила сама, ну, конечно же, с помощью мамы. Какая ты у нас мастерица! Как сшили это жизнерадостное платье и сделали эту прическу, мы покажем чуть позже, а пока нас ждет кропотливая работа. Мастерим украшения для цветочного горшка. Такого вы еще не делали? Да, необычная поделка и необычные материалы. Главный декоративный элемент нашей поделки – зернышки кофе. Пахнет очень приятно. Да, у экрана, конечно, не чувствуется, но поверьте нам, девчонки, в мастерской сегодня чудесный аромат. Что будем делать с зернами? Пока отложим. Сделаем сначала основу украшения. Итак, нам понадобится кофейные зерна, бумага, карандаш, а также термоклей, иголки, нитки, синтепон, ткань. Мы взяли бархат, можно использовать любую, какая вам по душе. Тесьма и, конечно же, ножницы. Нарисуем обычное сердце. Держи карандаш. Давай его вырежем. Держи ножницы. С ножницами работаем аккуратнее. Накладываем на ткань. Чертим. Не забудьте оставить припуски 5 мм. Такие детали нужно сделать 2. Накладываем лицевой стороной и пришиваем. Тут нужно будет оставить отверстие для того, чтобы вывернуть. Кстати, об ароматах. Считается, что через нос мы воспринимаем всего лишь 2% информации о мире. Но это небольшое количество может как угодно менять наше настроение. Это используют не только врачи и гипнотизеры, но и магазины. Обнаружили, что если заполнить, например, супермаркет запахом свежего хлеба, то покупатели оставят в кассе больше денег. Впрочем, запах булочек и плюшек так работает только у нас. А вот в Японии такой же эффект производит аромат жасмина. В Америке запах грейпфрута. Запахи могут вдохновить и добавить сил для труда. Например, английский писатель Лорд Байрон признавался, что муза к нему приходит с запахом трюфелей. Это такие грибы. А современные ученые обнаружили, что к умственному труду располагают запахи лимона, эвкалипта и мускуса. Лучше усвоить новые знания поможет аромат розмарина, а сосредоточиться и быстро выполнить задание – роза. Запахи апельсина, лаванды и сандалового дерева как рукой снимают усталость. Я вывернула. Набей его синтепоном.
Даже не верится, что этот синтепон – вторичная переработка пластиковых бутылок. А теперь самая интересная часть работы. Покрываем сердце кофейными зернами. Для многих кофе может оказаться скорее вредным напитком, чем полезным, а вот аромат его никаких побочных эффектов не имеет. Без горстки кофейных зерен не так-то просто выбрать духи или туалетную воду. Если сразу перенюхать много запахов, они смешаются, и настоящего аромата среди них уже не уловить. После каждой пробы духов лучше вдохнуть запах зерен кофе. Вот зачем в парфюмерных магазинах они стоят на полках рядом с флаконами духов. Другие достоинства кофейного запаха: он дарит заряд энергии и увеличивает скорость мысли. У нас все готово. Прежде чем вам покажем, что получилось, давайте посмотрим, как шили платье Адель, и попробуем научиться делать новую прическу. Смотрим внимательно. Сделаем пробор от виска до виска через всю голову. Волосы со лба закрепим заколкой. Оставшиеся пряди обрабатываем утюжком гофре по всей длине. Сделаем пробор посередине и заплетаем косичку-колосок с каждой стороны от центра таким образом, чтобы получилось сердечко. Прихватываем косички и закрепляем вместе. Взяли гипюровую водолазку, убрали горловину и укоротили рукава. К нижней части пришили пояс. На прямоугольной основе юбки сделали разметку для будущих воланов. Из органзы 3 цветов вырезали длинные ленты шириной 15 см, обработали их и присборили. Готовый волан нашиваем на основу юбки и соединяем ее с водолазкой. Получилось платье. Смотрите, что получилось. На месте кофе могут быть любые другие зерна, ягодки и орешки. Если проявить фантазию, можно придумать что-нибудь еще. Дерзайте, а мы скоро подкинем вам новую идею. До свидания! Всем пока!